очень многое, превращенное в слова, перестает быть правдой. И в этом-то и опасность слов. Танец, он намного более первобытен. Он появился задолго до речи. И поэтому, возможно, возможно, танец не умеет врать. Вранье появилось с появлением слова. Раду Поглитару по праву считают одним из самых талантливых и востребованных молодых хореографов Европы. Сегодня на его счету более 30 балетных спектаклей, осуществленных на лучших сценах России, Беларуси, Молдовы, Латвии. И репутация дерзкого, радикального, отчасти эпатажного постановщика. На протяжении доброго десятка лет пресса неустанно твердит о его смелости. Мол, решился-таки снять с танцовщиков классической школы пуанты, а он возражает. Последний раз я эту фразу в отношении к себе слышал, когда в 2003 году состоялась премьера «Ромео и Джульетты». Это было 12 лет тому назад уже. И тогда на самом деле для Большого театра, абсолютно ортодоксально на этот момент, это был первый спектакль, где не было пуантовой техники, не было пуантов на балеринах. И тогда почему-то все восприняли это как революцию, хотя, боже мой, весь цивилизованный мир уже танцует десятки лет и босиком, и без пуантов, и только в ластах, в валенках, в чем это угодно. Важно же не как и в чем. Важно, с талантом это сделано или нет. Все решает в этой жизни талант. Ради выявления этих талантов, в ожидании чуда, вот уже в 19-й раз, теперь в качестве сопредседателя международного жюри, он приехал в Витебск на IFMC. Этот фестиваль современной хореографии, который прошел уже в 28-й раз, само по себе явление уникальное. А в творческой биографии Раду Поглитару занимает особое место. Именно на IFMC он получил код доступа к современному танцу и как хореограф состоялся именно здесь. Каждый раз, приезжая в Витебск, я попадаю к себе домой. Я попадаю на свою родину, я попадаю на родину как хореограф, потому что я сам тоже родом из Витебска. Мой дебют как хореограф состоялся здесь, в 96 году. На фестивальной сцене не раз и всегда с неизменным успехом выступали артисты Киев Модерн Театр, художественным руководителем которого Раду Поглитару является почти 10 лет. Боже, какое это счастье, что у вас это творческое волнение есть. Потому что тяжелее всего сохранить вот эту вот трепетность по отношению к танцу, к искусству и переживать по-настоящему всю свою жизнь. Ребята, сохраните в себе вот эти вот сияющие глаза, бьющееся сердце, и тогда все в вашей жизни будет хорошо. А премии совершенно не важны. Клянусь. Само присутствие в проекте Раду Поглитару, будь то телевизионное шоу, работа над новым балетом, фестиваль, своего рода знак качества. Всем известно, хореограф делает только то, что ему интересно. В начале 2014 года принял предложение поработать над художественной частью церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Отвечал за сегмент «Имперская Россия». По отзывам многих, он получился одним из самых эффектных. Было очень интересно. Я вообще сначала боялся браться за эту работу, потому что у меня нет опыта. Я не массовый хореограф, скажем так. Я не ставил никогда какие-то мероприятия такого масштаба. Вот. Но потом я поразмыслил и понял, что мне просто нужен толковый ассистент, а лучше два. И вот я взял двух ассистентов. Один отвечал за классический сегмент, то есть все, что касается классического танца в нашем сегменте.
Это звезда Одесского театра оперы и балета Андрей Мусорин. А второго парня, его зовут Саша Лещенко, он победитель. Есть такой проект в Украине «Майданс». Это было до события на Майдане. «Майданс» – это каждый город, Кировоград, Донецк, Одесса, большие команды. И надо было ставить массовые танцы с интересными рисунками. И он победитель первого Майданса, Саша Лещенко. И он реально, несмотря на свой юный возраст, он повелитель масс. Он умеет вот как-то их консолидировать, что ли. Вот, и мы поехали этой веселой группой из 3 человек ставить Олимпиаду. И, вы знаете, мы поставили очень быстро. Мы поставили безумно быстро. Интересно, что мои коллеги западные, которые ставили другие сегменты, они бесконечно переделывали, что-то было не готово. У нас все было готово, мы не знали, чем заняться. Мы приходили на репетицию и понимаем, что у нас есть 440 человек наших в зале, и надо что-то с ними делать, а у нас уже все сделано. Ну, давайте порепетируем. Что? Да, марш. Вчера репетировали. А что делать, что надо? Репетируем марш. И вот мы репетировали марш или что-то еще. Конечно же, сам стадион Фишт совершенно колоссальное сооружение. У него есть и плюсы, и минусы, конечно. Минус был главный. Главный враг нашей работы – это был холод. Стадион не герметичный, он продуваемый всеми ветрами. Грубо говоря, какая температура на улице, такая же температура и на стадионе. И поэтому наши артисты болели просто десятками. Это был главный наш враг. Это холод и то, что это было зимой. В следующий раз буду ставить только летние Олимпийские игры, чтобы было тепло. Балет это искусство очень времяемкое, то есть нельзя быстро сделать спектакль, то есть это все равно нужно и подготовительный период, и потом постановочный период. Вот. Но выпустил я премьеру «Гамлета» в Большом театре на музыку Шостаковича. Вот буквально недавно я закончил постановочный период в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Это балет «Симфония в 3 движениях» на музыку Игоря Стравинского. Премьера будет 30 декабря. Но балет уже поставлен. Я поставил свой собственный рекорд. Балет был готов за 10 дней. Не знаю, как это произошло. То есть это вообще за гранью понимания, но вот так вот оно произошло. Ну вот из таких весомых больших вещей, наверное, вот 2. Интересно, что работа над... Вот эта вообще идея создания спектакля «Симфония в 3 движениях» в Мариинском театре, она, как обычно, бывают многие хорошие идеи, это всегда вопреки, а не благодаря. То есть возникла идея съемки фильма, режиссер Анна Матиссон решила снять фильм с Сергеем Безруковым про бывшую звезду мирового балета. В контексте этого фильма предполагалась вот эта вот симфония в 3 движениях. Мне предложили создать спектакль. Я сразу сказал, что мне неинтересно создать спектакль просто для того, чтобы один раз его показали в фильме, и он исчез. И после встречи с Валерием Вячеславовичем Гергиевым мы пришли к выводу, что было бы неплохо иметь этот спектакль в Мариинском театре. Вот. И замечательным образом 30 декабря должна состояться премьера. Валерий Вячеславович будет за пультом. Вы знаете, у него очень плотный график. То есть, я не знаю другого такого человека с таким плотным графиком, как у Валерия Вячеславовича. Вот. Но он нашел возможность прийти на репетицию, так грубо говоря, черновую сдачу всего материала в зале, чем мне несказанно удивил всех артистов балета Мариинского театра. И многие из них сказали, что я 20 лет работаю в этом театре, он первый раз в балетном зале. Так что Валерий Вячеславович нас почтил своим присутствием. Каждая новая работа Раду Поклитару неизменно вызывает интерес профессиональной критики. Он один из самых обсуждаемых хореографов в мире самого консервативного искусства – балета. Артисты авторского театра нередко танцуют не поэзию, а прозу жизни. Как смелый эксперимент были восприняты и «Лебединое озеро», и «Кармен ТВ»,
и «Болеро», и «Щелкунчик». И все до единой работы были отмечены как события года, либо премиями на фестивалях. «Щелкунчик» – бестселлер наш. Он продается роскошно. Вот мы сейчас с вами сидим здесь, а у меня идет тур по этой Украине на полных аншлагах. То есть уже люди ждут «Щелкунчика» и приходят несколько раз. И приводят детей. Раньше я писал, что это типа сказка для взрослых и тому подобное. Сейчас мы перестали писать, потому что на самом деле дети тоже, там ничего нет такого, ни порнографического, ни эротического особенно. Но дети приходят, они считывают на своем уровне, они не считывают Гофмана, они считывают свою какую-то историю, они тоже счастливы, и они верещат и смеются, и потом бегут фотографироваться с мышками. Это вот обязательная программа, то есть, ну, почему нет? Всегда есть опасность, что если ты чересчур сильно разберешься в механизмах и в химии собственного творчества, то, возможно, дальше ничего не будет это работать. Знаете, это как в детстве, когда втихаря стащишь у отца часы, разберешь их, посмотришь, как они там, это устроены, потом собираешь их, это обратно завинтил, все, там, где было, а они не работают. И вот этот ужас. Вот то же самое про творчество. Зачем копаться? Вы знаете, я в последнее время вообще, кто-то назовет это не профессионализмом, а я думаю, что раз мне так хочется, значит, это правильно, потому что это же мое творчество. Как хочу, так и делаю. Я практически не готовлюсь к репетициям, к постановочным. Когда я придумаю, сейчас я вот ставлю большой новый спектакль, я даже музыку не слушаю перед тем, как прийти в зал. В свое время я сделал сценарный план, расписал, когда что происходит. Я примерно знаю, потому что вообще никогда твои заготовки не работают в зале. И вот эта замечательная фраза «Хочешь это насмешить Господа Бога, это расскажу ему о своих планах». Вот в плане моего творчества работает всегда. Каждый спектакль-балет сложен, многослоен. Его конструкцию скрепляет музыка. По клитару постановщик ставит свои работы на произведения отечественных и зарубежных композиторов, классиков и современников. Ему очень близко творчество Баха. Что меня подкупает больше всего, что музыка Баха абсолютно не диктует тебе эмоциональное наполнение, сюжет, что, о чем и как. Она настолько над миром, настолько философская, настолько обо всем, что на одну и ту же, например, арию из какой-то кантаты можно поставить молитву, а можно поставить оргию. И будет совершенно это работать замечательно и то, и то. Я очень сильно скучаю, когда я вижу умствование без эмоционального наполнения. И в этом часто я не нахожу общий язык с моими коллегами, которые считают, что танец – это чистая форма, и он абсолютно имеет право на существование в виде чистой формы. Я знаю точно, что если мне не интересно, то точно не будет неинтересно никому. Вот это аксиома. Если автору самого не цепляет, то все люди, сидящие в зале, останутся холодны совершенно к этому произведению. Поэтому ставлю для себя, для любимого в первую очередь. Если мне нравится, есть шанс, что понравится кому-то еще.
Как многие самодостаточные художники, Раду Поглитару не избежал упреков в заштампованности. Я уверен, что человек, который с симпатией относится к творчеству автора, называет это языком хореографа, а тот, кто с антипатией относится к автору, называет это штампом. Вот и решайте сами, что такое штамп, что такое авторский язык. Я могу сказать, что, если говорить про штампы, опять же, я не думаю, что я какой-то мега разнообразный хореограф там, и вообще не умею оценивать свое творчество. Но что я могу сказать? Свое оправдание, то, что когда случайно включаешь классическое радио, и ты слышишь музыку, вот ты точно можешь определить, что это Чайковский. Это штамп или это авторский язык? Хуже, когда композитор не похож сам на себя. Вот если мы говорим сейчас, например, про Камиля Сен-Санса, есть такая замечательная мысль музыковедческая о том, что Камиль Сен-Санс мог писать в стиле Шуберта, мог писать в стиле Моцарта, мог писать в стиле... Он только так и не научился писать в стиле Камиля Сен-Санса. У смелого в своих экспериментах хореографа прекрасная балетная школа, большой стаж танцовщика, отличное балетмейстерское образование. И, Анчик, вот такой вот постараться избавиться от того, что ты сейчас показала. Ты очень такая Джеки Чан, да? Не надо Джеки Чана здесь, да? Русская девушка из глубинки. Не надо пытаться друг другу вырвать вены, да. Хотя хочется иногда, я знаю. А это вот резко. Надо воткнуться, и пауза должна быть. Красотища. Дома потренируй. Это балерина. Пермь я вспоминаю часто. Пермь – это все-таки альма-матер моя, как артиста балета. Интересно, что Пермь вообще в нашей семье играет большую роль очень. В 1954 году Пермское училище балетное закончила моя мама. В 1991 году Пермское училище закончил я, как артист балета. На этом династия не закончилась. Я не помню, в каком году точно, но в 2000 плюс году Пермское училище закончил уже внук моей мамы, мой племянник. Так что у нас в нашей семье, вот в такой маленькой, тесной семье, не троюродной, там двоюродной, а вот прямо в тесной, у нас уже 3 поколения пермяков. Человек-хронометр, как он себя называет, потому что никогда никуда не опаздывает. Строгий арбитр шоу-проектов и постановщик самых ярких номеров. Интеллектуал, который постоянно что-то читает, слушает, смотрит. Хореограф не может быть не эрудированный в той или иной степени, потому что это катастрофа. Он должен быть музыкально образован, он должен ориентироваться в живописи, скульптуре, должен разбираться в архитектурных стилях, должен разбираться, то есть должен. Очень многие вещи, потому что это все влияет на качество работы. Парадокс, но артист совершенно не обязательно должен быть интеллектуалом. Я вспоминаю свой юношеский священный ужас, когда в бытность артистом балета Большого театра Республики Беларусь, я был совершенно сражен, когда пошел в зал и посмотрел на финал «Кармен» в исполнении одного из ведущих солистов балета. Это был катарсис абсолютный, актерский. Я понял, что ничего лучшего никогда в жизни я не видел. Я плакал в конце этого спектакля, сидя в зале. А потом, в течение времени, я узнал этого человека. Я не буду, конечно, говорить, кто это, ради бога. Но это был недалекий человек. Это был просто талант актерский от Бога, и все. То есть у актеров не обязательно быть Гегелями и Кантами для того, чтобы надо быть талантливыми актерами. Художественный руководитель театра «Киев Модерн Балет» Раду Поглитару в последние годы стал меценатом. И некоторые балеты ставит за свой счет. Театр растет только от премьеры к премьере. Если нету премьер, то не будет роста театра, а там, где нет роста, там есть его гибель. Поэтому я понимаю, что если я хочу, чтобы Киев Модерн Балет продолжал существовать, и чтобы мы усиливали свои позиции в мире современного танца, в мире театра вообще, то мы просто обязаны выпускать эти премьеры. И «Лебединое озеро», это было очень много вложено моих денег наши. «Долгий рождественский обед» по Торкману Вальдеру, это полностью мой проект, то есть за мои деньги.
Сейчас вот я делаю большой спектакль, и даже не буду говорить, сколько денег, очень много. Это снова мои деньги. То есть я зарабатываю где-то еще, а трачу на свое детище, на свою родную семью, на Киев Модерн Балет. Потому что, к сожалению, в Украине нет культурной политики никакой. И нет понятия поддержки культуры. Ну, по крайней мере, я за 10 лет я уже там нахожусь, как художник, приписан. За все это время государство пока не сделало ни одного жеста доброй воли в нашу сторону. В 4 года родители, артисты балета, поставили его к станку, чем и определили судьбу. Вы знаете, я позавчера покупал зимнюю резину на свою машину в Киеве. Я приехал в промышленный район такой, на склад. И иду по этому складу. Холод собачий, грязь, тусклый свет. И там работают люди, их там много. И я думаю, боже, какое счастье, что папа с мамой меня отдали заниматься балетом. Потому что реально вот так живут и так работают миллиарды людей просто. В таких условиях. И, к слову, про сопротивление, хотел ли я изменить свою судьбу? Да нет, мне кажется, все прекрасно. Зачем? А какие радости дарит профессия хореографу Раду Поклитару? Я точно не могу заскучать, потому что каждый спектакль это новые вопросы, и никогда невозможно сделать новый спектакль по калькам старого. То есть в любом случае ты придумаешь новые правила этой игры. Ты не делаешь одну и ту же нудную работу каждый день, ты делаешь постоянно разную. Вы знаете, вот мне нравится, как отвечал на этот вопрос Морис Бежар, великий. Он говорит, зачем, Морис, вам уже там много лет, зачем вы ставите балеты? А он говорит, а мне нравится пленять. Вот прекрасная мотивация для того, чтобы заниматься творчеством. Я вас это уверяю, что любой автор, он все равно хочет пленять. Получается или нет, это одно дело, но вот попытка пленить душу зрителя – это великая мотивация. Потом раскрою секрет. Я уже давно не танцую, как артист балета, и ушел достаточно рано из исполнительского искусства в 29 лет. Меня постоянно все спрашивают, Раду, нет тяги там, на сцену, там, выйти, что-то исполнить? Вообще нет тяги. То есть я абсолютно вот наелся танцем, как танцовщик, и мне хватает того творчества, которое мне дает профессия хореографа. Но я обожаю выходить на поклоны в конце спектакля. Это вообще моя слабость, и просто вот не бывает такого, чтобы я был на спектакле и в конце не вышел на поклон. И это вообще, мне вот нравится, я выхожу к залу, и вот это вот ощущение восторга какого-то совершенно детского. Пока выбегаю, да. Пройдут годы, буду подкатываться. Есть в разных областях жизни, то есть творчество отдельно, личная жизнь другое. И есть люди, которых я хотел быть похож чисто по-человечески, как друг. Как друг, как семьянин, мне нравится, я понимаю, что это мой идеал. Есть хореографы, которые притом они меняются с годами, то есть именно это меняются, которые впечатляют меня. Но по поводу камертона,
Камертон должен внутри свой быть. Если он правильно отлажен, значит, есть шанс стать и настоящим профессионалом, и настоящим человеком. Внутри должен вот это постоянно ля должно быть кристально чистое. И тогда даст Бог, ты станешь и мастером, и не станешь негодяем.